Открытие горнолыжного сезона в нашей республике каждый год ждут туристы из разных уголков страны. И это неудивительно. 1200 метров заснеженной трассы для искушенных поклонников зимнего вида спорта и 200 метров для любителей, которые только начинают привыкать ко всем резким поворотам и трамплинам. Горнолыжному курорту Армхи, как говорится, все лыжники покорны. На курорте предусмотрен специальный учебный спуск. На этом склоне начинающие только привыкают к экипировке и получают первые навыки от инструкторов. Первый раз я здесь очень сильно боялась. Меня тут все учили, все добрые, помогали мне. Но когда вот второй раз приехала, сразу все получилось. Мне так нравится здесь. Тебе хочется еще раз приехать. А если лыжам вы предпочитаете сноуборд, тоже не беда. Экипировка на курорте представляется на прокат в разных видах спорта. Тут очень понравилось. У нас большая компания, трасса очень хорошая, мы тут уже несколько дней отдыхаем, очень нам нравится, не травмоопасно, очень красиво, горы вокруг. Людей не очень много, но, несмотря на это, трасса достаточно загруженная, нам очень нравится. Подняться на вершину, чтобы оттуда начать свой спуск, посетителям курорта позволяет канатная дорога протяженностью 600 метров. Здесь все оборудовано для того, чтобы отдых в республике и в зимнее время года для любителей острых ощущений стал незабываемым. Мне очень понравилось. Так что вот, в следующем году, может, еще кого притащу сюда из своих. Мы с Ростова, с детьми. Очень впечатления очень богатые, красивые, весело, интересно. Дети радуются. Я сама-то уже в возрасте не могу стоять на лыжах, но дети довольны. Постоянно просят, чтобы сюда приехали, в Ингушетию. Здесь же, во всесезонном горнолыжном курорте Армхи, находится гостиница. Номера люкс стандарт. В общем, отдых на любой вкус. Еще когда даже ехали на машине сюда, то уже было видно, что это красота неземная. И снег летит. А для тех, кто хочет полностью окунуться в быт жителей горной местности, Ассоциация гостевых сельских домов готова предложить гостевые дома для туристов. Их главная особенность, что к просторному дому прилагается теплый семейный прием. Назир Мистоев раньше встречал туристов у себя на дому, но теперь решил расширить пространство, построил отдельный дом. Кроме того, Назир лично сам выступает гидом. Мы разработали определенные маршруты, где-то 4-5 маршрутов, включительно равнинную часть и горную нашу часть республики, Жиравский район. В горах Ингушетии можно не только полюбоваться окружающей красотой, но и поработать над своей. Курорт Армхи предлагает спа-тур, массаж, скрабы и лечебные ванны. Так что туристы уезжают с курорта не только здоровые, но и красивые. А самое главное, это, конечно же, экскурсии по историческим местам горной Ингушетии. Маршрут проходит по наиболее популярным уголкам. Таргимская котловина, Джуракско-Асинское ущелье, Эдикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов Ингушетии, христианский храм Тхабаирды, башенный комплекс Вовнушки и многое другое. В снежную погоду горные пейзажи становятся еще живописнее. В общем, зима в Армхи обещает быть насыщенной. Амина Бокова, Новости 24.